Начала свою работу инициативная группа с того, что в горисполкоме мы собрались в кабинете сразу у Торговкина. Потом перешли, влились еще в одну группу, которая уже была выбрана до того на митинге, и, значит, своими предложениями. Либо вопрос конкретно решать, отбили 2 телеграммы на имя Горбачева, либо, значит, ехать самому туда. Потому что выхода никакого больше мы не видели. Тем более, просмотрев все документы, как работали здесь наши депутаты, наше, значит, руководство, мы поняли, что нужно командировать, значит, в эту группу в Якутск. В Якутск прилетаем, встречаемся с председателем Совета министров Якутии Иванов. Он нас принимает. И что выясняется? Маленькое совещание мы там устроили, и выясняется, что все работали, все, значит, добивались по этому вопросу, депутатские запросы выполнялись все, но в итоге ничего конкретного. Машин здесь нету, цены поднялись, а всех самое больше взвинтило то, что не успели получить машины, а тут как снег на голову повышение цен. В Москве недолго думали, недолго мы разговаривали, там конкретно было видно, что вопрос не решается, и Иванов предлагает, значит, давайте, ребята, соединим вашу энергию, вот вас 5 человек, и мы подключаем в Москве своих депутатов, и давайте в Москву. Естественно, это предложение сразу поддерживается всеми, и очень быстро мы вылетели в Москву, даже некоторые не успели оформить свои командировочные. Первый визит, который в Москве мы нанесли зампредседателя Сбербанка Нахмановича. Помогли нам в этом, значит, и Олег Заганович подключился там с выпуском пропусков, и Игнатьев, народный депутат СССР. В общем, встречаемся Нахмановича, принимает радушно, говорит: ребята, ну, все вопросы мы решим, как и вы хотите, от нас, мол, много зависит, чеки мы вам выдали. Вот. Единственное, что спрашиваем, почему нет 60, то есть семерок и девяток, почему выписывать чеки именно на 63-й. Он говорит: Минторг нам не поставляет такое количество машин, потому мы вынуждены. Если у вас получится в Москве, значит, вот в Минторг пойти и у них добиться, что они дадут разрешение на поставку этого количества машин, которые заказано, значит, мы вам сразу же даем бумагу, вплоть до того, что на руки вы отвезете к себе в Сбербанк и будете получать свои девятки, семерки. Время идет, значит, встречаемся мы в Минторге, принимает нас Чепик, первый заместитель министра торговли СССР. Что мы там выясняем? Тоже маленькое совещание, всех, значит, созывает причастных к этому делу. Начинает там издалека о забастовках, значит, о ситуации в стране, что, мол, кушать там нечего, одеваться не во что, вы про машины. Сразу обрываем его, говорим: нет, мы приехали, потому как государство в лице Минторга нас обмануло. Чеки нам выдал Сбербанк, а машины кто будет выдавать нам? Значит, с вами договор заключали, будьте добры, отвечайте. В общем, во всей этой волоките, сколько мы там с ними разговаривали, это такой разговор состоялся не конкретный, потому что нас не удовлетворял, ответ не исчерпывающий. Узнаем мы, что нужно еще обращаться в глав Североторга. Есть такое подразделение в Минторге, что именно они заключают договора с заводом. Вот, и нужно, видимо, идти туда. Ну что, получается, что, как говорится, время не нужно тратить зря. И хоть и нам и обидно было, мы ведь все-таки летели с одной целью, чтобы встретиться, добиться совещания у Догужиева в Кремле, это первый заместитель Павлова, и чтобы там у него всех собрать, виновных и причастных к этому делу, и чтобы там при нас все решили и объяснили нам, чтобы мы потом могли объяснить все народу. Вот это у нас не получается, потому как, сами знаете, какая обстановка, то одна программа по выходу из кризиса, то другая, все заняты. Павлов улетел, кстати, тогда в Лондон, и через депутатов нам все-таки очень трудно было добиться приема на Чунева. Идем мы в главсеверторг. В главсеверторге что выясняется? Выясняется, что договора были заключены заводом, а те договора, которые заключены, не устраивали завод, потому как вроде у нас сильно много целевиков, количество целевых возросло. Там, я не помню, говорили, что в том году было 28 тысяч, а в этом году уже около 50 тысяч, а на следующий год там еще где-то 125 тысяч. В общем, получается, что рост целевых по арифметической прогрессии, а машин нету. Главсеверторг говорит: мы заключали договор с заводом, а те игнорировали, потому как у них машин такого количества нету, и, естественно, значит, вся эта цепочка сработала. Минторг не дал распоряжение, значит, Сбербанку, ну, а Сбербанк, естественно, нам дал указание по цепочке на Якутск, на Неринг, что прекратите выпуск чеков на семерки, на девятки. В общем, когда все-таки папажа прилетел в Москву Иванов, председатель Совета министров Якутии, на полную силу подключается, подключает свою правительственную связь.
И оказывается, что в Москве есть представительство ВАЗа. И долго мы искали вот этого виновника, с которым был заключен договор Главсевероторга. Это Дерсон есть такой на ВАЗе. Который, значит, договора вроде были заключены, а почему не идут машины, вот он нам должен ответить. Ну, мы походить походили и по этим, и на штаб-квартиру ВАЗа попали, и в Главсевероторг попали, и Минавтосельхозмаш попали, которым подчиняется завод этому министерству. В итоге родилась такая телеграмма, подписанная Минторгом Союза и Минавтосельхозмашем, что нам, работникам БАМа, выделить машины на первый квартал в пожарном порядке. Это в количестве 1100 автомобилей с фондов Главсевероторга. Это того предприятия, которое обслуживает весь север страны нашей. Вот. Ну а Главсевероторг говорит, я выделю эти машины только в том случае, если мне их гарантированно возвернут. Ну, мы опять в Минторг, опять пообивали эти пороги. В итоге уже перед отъездом с Минторгом решили, можно сказать, что решили такой вопрос, что Главсевероторгу вернут эти 1100 машин, возьмут с Роскультторга, с России. У них очень большие фонды, 230 тысяч. И вот с этих 230 тысяч вернут Главсевероторгу. И в итоге еще одна телеграмма родилась, которая уже, можно сказать, подтверждение тому, что машины нам все-таки будут отгружаться на первый квартал. Это вот телеграмма. Дерсон подписал, это заместитель генерального директора ВАЗа, что в мае, но, как он сказал, его слова, отгрузка начнется не раньше 10 мая. Просто до 10 мая уже там все забито. В мае нам отгрузят эти 1100 машин, и к концу мая машины должны быть у нас. Насчет девяток и семерок, здесь просто надо понять, что не в силах нам их дать все, сколько мы хотим. Потому что в основном все пишут на получение, на чеки, на эти марки, на эти машины. Вот. В 1991 году на рыночные фонды всего по стране было 13 тысяч девяток, а заявок на девятки было 42 тысячи. То же самое с семерками. Вообще на 1991 год 326 тысяч открытых счетов на целевые вклады. Завод же в год дает всего 560 тысяч плана у него годового. Ну а сейчас, как они говорят, что в связи с забастовками там отставание идет по плану. Ну а вообще, в сути-то вот мало и мы добились, первый квартал добились, по ценам тоже вроде добились. Бумага у Павлова была, вроде как он после своей поездки в Лондон подписал эту бумагу, что те, кто получил чеки по 1 апреля включительно, получат машины по старой цене. Всем остальным будет выдана компенсация в размере 40% на сумму, на остаток вклада под целевым чеком на 1 марта 1991 года. Компенсация будет выплачиваться отдельным чеком при получении чека на машину. Вот. А вообще, это, конечно, дело в том, вот такая вот неразбериха, что, бардак есть бардак, он везде такой бардак, что нашим делом никто конкретно, можно сказать, не занимался. Вроде все причастны, а на самом деле никому до этого дела нету. И у нас вот в Якутии, в нашем Совмине, наши машины на город, так как у нас это первый раз договора эти заключенные, дали Рухостоварам. Этим делом хотел заниматься Буер, но ему не дали. Хотя люди и хотят работать, и имеют возможность работать. Так вот, наша задача, чтобы на будущий год такого не получилось, нам надо добиваться, чтобы это распределение фонды вот эти вот с машинами оставались у нас в городе. И как-то надо нам всем нюрнбергенцам вместе взяться и это сделать, чтобы это было у нас в городе, и конкретно пусть будет у Буера, если есть возможности и желание этим заниматься. Чем более я хочу добавить, надо, раз целевые еще не только у нас, а есть и, значит, и алмазодобытчиков и золотодобытчиков. Если у них тоже есть целевые вклады, а они тоже заинтересованы, потому что, как говорится, у нас будет сейчас один интерес, то значит нужно как-то с ними что ли объединяться и добиваться, чтобы правительство скорее решило этот вопрос по распределению фондов на Якутию.
А заводы думают, что он тоже имеет смысл у него торговать напрямую. Зачем ему эти настройки? Мы там были, и мы, как говорится, видели, что и они не нужны им, эти настройки, вот этот Минторг, так же, как и нам. Потому что ходить каждый раз убивать свои машины, то, что тебе положено, это изрядно всем надоедает. Ну и закончим на оптимистической ноте. В Минторге нам пообещали, что в этом году 112 тысяч целевых вкладов получать должны по целевым чекам. 112 тысяч. И пообещали, что все 112 тысяч в этом году получат. И 4-й квартал, естественно, тоже, получается, получит. Только по маркам, вот, конечно, не ясно. По маркам Девятки, одно, семерки. да, девятки, семерки, но тут просто надо понять людям.